Россияне совершили невозможное. Мадяр в полном замешательстве. Битва за Азовское море точно войдет в учебники. Россия отказалась от Крыма. Z-блогеры в ярости после решения правительства. У Путина завелся предатель. Покушение на президента. Предъявлены официальные обвинения. Полный провал наступления. Главком ВСУ озвучил цифры потерь, требования немедленной капитуляции. Столица в огне. Масштабный удар дронов по российской нефтянке. Поражены сразу несколько жирных целей. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 10 июля. Вечер пятницы – время отдыха, но перед этим все самое важное за день. В эфире «Нехта». Я Олесь Корниенко. А вам спасибо, что с нами. Начинаем. Битва за Азовское море продолжается. В это тяжело поверить, но потеряв за предыдущие четверо суток 35 танкеров и других судов, оккупанты не остановились и смогли таки привести даже легендарного Мадяра в некоторое замешательство. Вместо отчета об очередных успехах сил беспилотных систем их командующий поделился сначала вот таким постом. Прошу прощения, у меня дилемма. Отправляя танкер в Крым, храбак закаляет отвагу или слабоумие. Одновременно на сайте СБС появился отчет за 5-е сутки битвы, а в нем сообщение о повреждении еще 12 российских кораблей. То есть в сумме за эту неполную неделю 47 танкеров, сухогрузов и барж. Мадяр планомерно уничтожает наш флот. Да не только флот. Сейчас они уничтожили наши нефтезаводы, будут нас, как говорится, тянуть во тьму. В общем, как уже замечают некоторые, Азовское море превращается для захватчиков в новую Чернобаевку. Это упорство оккупантов можно попытаться объяснить крайним отчаянием, ведь доставлять топливо по сухопутным трассам в последние недели стало почти невозможным. Их простреливают украинские дроны. И вон лежит еще одна. На свежих кадрах с трассы Бердянск-Мелитополь видно, что перемещение по ней напоминает ралли, в котором водители легковушек должны объезжать сожженные фуры и автоцистерны. Тем временем Москва снова дает понять, что не пойдет на компромиссы. На сцене опять появился глава путинской дипломатии Сергей Лавров. Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достижение целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел. А тогда хозяин Кремля требовал вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признания этих территорий и Крыма российскими, отказа Украины от вступления в НАТО, а также так называемых демилитаризации и денацификации. Мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и все на этом закончится. Правда, тогда был разгар президентской кампании в США, а у Москвы была надежда на победу Трампа. Но с тех пор гениальный кремлевский стратег упустил несколько шансов договориться с Вашингтоном. Дух Анкориджа окончательно выветрился, а хозяин Белого дома даже не позвонил Путину после саммита в Анкаре, как обещал ранее. Просто надули нас в очередной раз, обманули. А Лавров, который нагло расхаживал по Аляске в майке с надписью «СССР», теперь вместо своего обычного хамства демонстрирует обиду на цивилизованный мир. Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. А как же обстоят, как любит выражаться Путин, дела на земле? Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия не достигла ни одной из поставленных целей за первые 6 месяцев года. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум 6-7. И это несмотря на почти двукратное превосходство противника в живой силе и технике. Как заявил Сырский, украинские военные продолжают стратегию истощения врага. Именно благодаря активным действиям сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. Главком также сообщил, что среднемесячные потери российской армии составляют около 32 тысяч убитыми и ранеными. При этом он подчеркнул, говорить о переломе в войне пока преждевременно.
Украинские беспилотники вновь нанесли массированный удар по российской нефтяной инфраструктуре. В Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ. Вот вам люди. Пожалуйста. В Ростовской области, по сообщениям украинских источников, и российских властей были поражены 2 нефтебазы в Азове. Также вспыхнул пожар на территории морского порта в Таганроге. Кроме того, под удар предположительно попал Азовский оптико-механический завод, выпускающий прицелы, тепловизоры и другие компоненты для российской военной техники. Вторые сутки горит нефтебаза в Твери. Дроны рвались и на Москву, о чем сообщил мэр Собянин. В ряде СМИ появились фото и видео пожара на московском нефтеперерабатывающем заводе, в той самой Капотне. Это предприятие уже дважды было поражено дронами в июне. Правда, подтверждения от Генштаба ВСУ не было, а российский МЧС опроверг эти сообщения. Дональд Трамп снова мог стать целью Ирана. По данным CNN, Израиль передал США разведданные о предполагаемом новом плане покушения на американского президента. Тем временем в самих Соединенных Штатах предъявлены обвинения участникам другого, неудавшегося покушения на президента и других высокопоставленных политиков. По данным следствия, 8 мужчин в возрасте от 19 до 32 лет готовили нападение во время турнира по смешанным единоборствам, который проходил возле Белого дома в день рождения Трампа, 14 июня. Среди предполагаемых целей, помимо главы Белого дома, были вице-президент Джей Ди Венс, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и предприниматель Илон Маск. Следствие утверждает, что подозреваемые координировали свои действия через Signal, Discord, TikTok и Instagram, обсуждали планы атак, вербовали участников и собирали оружие, взрывчатку, беспилотники и другое снаряжение. Всем фигурантам предъявлены обвинения по террористическим статьям, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения. Российские Z-блогеры подняли вой. Они обвиняют собственное правительство в предательстве, ведь оно отказалось от Крыма. Причиной стало решение Олимпийского комитета России, который возглавляет министр спорта Михаил Дегтярев, убрать из своего устава упоминание оккупированных украинских территорий. Именно оно дало Международному Олимпийскому комитету формальное основание временно восстановить членство России. В провоенных телеграм-каналах поднялась волна возмущения. Олимпийский комитет России отказался от части территории страны, чтобы жирно и красиво тусоваться на Олимпиадках. Российские чиновники решили отказаться от целостности России. Дегтярев, чей Крым? Бывшему протеже Жириновского Михаилу Дегтяреву, который часто сопровождал вождя ЛДПР по саунам, и теперь пришлось попотеть и даже оправдываться перед Z-сообществом в эфире у Соловьева. Ни от каких мы территорий не отказывались, поэтому все это ерунда, ложь и провокации. Плохие новости для оккупантов. Для того, чтобы вступить в перестрелку с воинами ВСУ, россиянам придется преодолевать гораздо более далекие дистанции. Украинские операторы БПЛА продолжают ставить рекорды. ВСУ впервые поразили цель FPV-дроном на расстоянии 110 километров. Как сообщили в компании Выри Industries, удар выполнил экипаж 5-го Сумского пограничного отряда. Это рекордная дальность для радиоуправляемого дрона этого производителя. Беспилотник был оснащен системой искусственного интеллекта, которая помогает довести аппарат до цели даже на такой дистанции. Приехали на заправку, встали в очередь. Время 9 часов. Спустя 15 часов ожидания заправились. Топливный кризис в России выходит на новый уровень. В первом регионе страны власти рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить расход топлива. Соответствующее постановление выпустило региональное правительство Новосибирской области. Ранее местный губернатор ввел режим повышенной готовности. Жителей также попросили реже пользоваться личными автомобилями и выезжать только убедившись, что топлива хватит на дорогу туда и обратно. В конце июня на ряде АЗС региона даже приостанавливали продажу топлива частным лицам. Вот она, нефтедобывающая ядерная держава.
Европейская жара выходит на новый уровень. Она уже начинает отключать атомные электростанции. Во Франции пришлось остановить реактор АЭС Гальфеш после того, как вода в реке Гарона, используемой для охлаждения, должна была прогреться выше 28 градусов. Кстати, другая река, знаменитая Луара, почти пересохла и выглядит сейчас вот так. По данным Европейской климатической службы Коперникус, июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура оказалась на 3 градуса выше климатической нормы. Но сегодня во Франции началась третья волна зноя. Больницы начали готовиться к ней заранее. В июне число вызовов из-за высоких температур выросло на 30%, а в одну из недель зарегистрировали более 2000 дополнительных смертей, связанных с экстремальной температурой. Основной удар пришелся по лицам старше 45 лет. Одновременно площадь лесных пожаров в странах Евросоюза с начала года уже на 56% превышает средний показатель за аналогичный период. Во время похорон Али Хаминеи участники церемонии публично сожгли лего-фигурку Дональда Трампа. На протяжении всей траурной церемонии толпа скандировала антиамериканские лозунги и призывала к мести за гибель верховного лидера. Правда, с останками Аятоллы его сторонники де-факто обошлись не самым уважительным образом. Оказалось, что во время прощания то, что осталось от тирана, почему-то возили в рефрижераторе финской сети супермаркетов. В Финляндии из-за этого разгорелся скандал, но, кажется, головы должны были полететь с организаторов похорон. Запихнуть любимого Аятоллу в холодильную камеру, в которой обычно возят окорочка, котлеты и пельмени, это нужно было догадаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.